Белл». Фильм озвучен студией Арк ТВ по заказу телекомпании Минимуви. Вернемся к прогнозу погоды. Сегодня будет довольно солнечный день, но не исключены дожди, поэтому не забудьте зонт. Теперь время нашей рубрики, посвященной состоянию сельского хозяйства. Доброе утро. У нас есть не слишком хорошие новости для фермеров, так как Министерство сельского хозяйства объявило об обнаружении нового штамма вируса, поражающего крупный рогатый скот. Новый вирус чрезвычайно заразен, и специалисты министерства утверждают, что он может уничтожить все поголовье крупного рогатого скота в стране. Первым новую болезнь обнаружил профессор Дэвид Нолан из университета Кэрис Айви. Профессор, насколько большую опасность представляет это новое заболевание? Боюсь, что очень большую, Мэри. Любое травоядное животное в свободном выпасе рискует им заразиться. Значит, допустим, корова может заболеть, просто съев траву? Нет, все еще хуже. Любой контакт с полевой травой может заразить животное. То есть даже прикосновение к траве приведет к болезни? Да, абсолютно точно. Я рекомендую всем владельцам крупного рогатого скота изолировать своих животных от контакта с возможными источниками заражения, то есть любым участком, где растет трава. Любой контакт с зараженным животным может привести к распространению вируса, и поэтому инфицированных коров, овец и коз необходимо будет умертвить, разрубить на мелкие кусочки и сжечь. Еще один вопрос, профессор. Как можно отличить зараженное поле от безопасного? Боюсь, что это невозможно. На данном этапе мы не можем определить, какие поля заражены бактериями. А как фермеры смогут идентифицировать заболевшее животное? Мы определили некоторые симптомы, но о любых случаях нестандартного поведения необходимо сообщать в министерство. Какие действия предпринимает министерство для борьбы с вирусом? Фермеры могут быть уверены, что в настоящий момент министерство делает все, что в его силах. Была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Сейчас она занимается решением вопроса, касающегося создания особой команды, которой будет поручено обнаружение и борьба с заболеванием. Режиссер Мелина Сидни Падуа. Продюсер Барри Джон О'Донахью.